700 километров по Северной Двине, и все это на средневековой ладье и без удобств современного человека. Спички и те под запретом. Участники историко-реконструкционного клуба «Кречет» отправляются в очередной поход на древнерусской ладье «Варыш». Команда собирается преодолеть речной путь от Великого Устюга до Архангельска. Весь поход члены экипажа будут носить средневековую одежду и пользоваться бытовыми предметами той эпохи. Павел Королев выяснил, чем питался средневековый путешественник. Сейчас Варыш в переводе с коми-языка «сокол», скажем так, чистит перышки. После зимнего хранения ладья немного усохла, поэтому капитан судна и его помощник пропитывают дно и корму льняной олифой. Она поможет сохранить дерево, но при этом позволит судну дышать. Создается небольшой защитный слой и очень хорошая защитная пропитка. Когда в действительности вот эта лодка сейчас, когда встанет на воду, после зимней сушки будет пропускать воду, потому что доски немножко усохли и появились какие-то щели. Но на второй день эти щели закроются сами собой. Лодка дышит и впитывает воду. Ранее Варыш уже бороздил просторы Белого моря и Онежского озера. Уверенно преодолел свой первый печорский поход. В этом году команда поставила перед собой не менее амбициозную задачу. Так, мы идем в путешествие по Северной Двине. Начинаем с истока, заканчиваем у устья. То есть от Устюга Великого до Архангельска. Там порядка 700 километров с небольшим. И это будет такой галочкой на нашей карте путешествий. Мы прошли целую великую реку Севера от начала до конца. В пути никаких смартфонов и GPS-навигаторов, а в меню никакой картошки и макарон. Только та еда, которой питались путешественники той эпохи. К слову, в команде в основном опытные путешественники. Впрочем, без новичков не обошлось. Так Милюкова Софья впервые отправится в путь на Варыше. Говорит, пока что готовится физически и морально. Однако еще нужно обзавестись снаряжением той эпохи. Я готовлю себе полностью костюм. Это и вся одежда, и обувь, и принадлежности, типа нож, кресало, кремень, вилка, все столовые принадлежности, сумки, все вот это. Ну и помимо этого как бы готовлюсь морально, предвкушаю, можно сказать. Старт похода назначен на 7 июля из Великого Устюга. Туда путешественники вместе с ладьей будут добираться на автомобиле. Там реконструкторы из Коми встретятся с командой ладьи «Гамаюн» и вместе отправятся в поход до Архангельска. Павел Королев, Дарья Вологжанина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.